Так, добрый день, друзья. С вами снова я, Арцуев Аслан, на канале Реалити. Приветствую вас. Так, Миша к нам зашел. Приветствую, Миш. Добрый вечер. Добрый. Як справи? Все хорошо, дякую. Как вы там поживаете? Как успехи на фронте? В России все очень печально. Просто смотрю новости и радуюсь тому, что я дожил до этого дня, когда я начал вот эта суета, которая началась в России, она очень радует. О ней мы давно предупреждали, много говорили. Ну вот, теперь посмотрим. У-24. Вы про канал имеете в виду, как думаете? Или что вы имеете в виду? Про альянс. Что за альянс? Про натовский альянс? Поясните, пожалуйста. Так, друзья, заходим, ставим лайки, распространяем наш стрим сегодняшний. Я его проведу где-то до 8 часов по Берлину. У нас сейчас 9-8 минут 8. Ну и у меня будет стрим на Ютубе в 20:00, и поэтому через 50 минут я закончу этот стрим и переключусь на тот. Задавайте ваши вопросы и будем общаться. Зеленский пропонує зробити новый альянс Ю-24. Ах, да, вы об этом. Я, знаете, не знаю, я всего лишь, это мое мнение, чтобы вы понимали, да, это оно сугубо субъективно, оно мое, это мнение, но при этом, чтобы вы понимали, что цель моего анализа, любых моих высказываний, это главная победа Украины. Без вашей победы мы не увидим свою победу, наказание виновных преступников. Поэтому, и оно, конечно же, может быть ошибочным, мое мнение. Это всего лишь мнение одного человека. Но я считаю, что вот именно в этом вопросе некоторые вещи я не буду отвечать, которые я не знаю или я не уверен в чем-то. Но в этом я уверен, что альянсы создавать, все это очень хорошо, очень нужно, необходимо, но отказываться от союза с Америкой под любым благовидным предлогом, какой бы он мощный, хороший не звучал. Конечно же, Америка это мощная держава, это немножко не так, как это будет с Польшей, да, потому что Польша все-таки она, ну, скажем так, и в военном плане, и в техническом плане, и в экономическом плане, по всем планам она уступает сверхдержаве наподобие Соединенными Штатами. И с Соединенными Штатами будет нелегко, никому не будет нелегко, ни нам, чеченцам, ни вам, украинцам. И они все делают не ради спасения украинского народа, это тоже нужно понимать. Хотя сейчас простой американский класс, он целиком за Украину. И это невероятный успех, потому что простой американский класс это те, кто влияют на ситуацию в мире, в частности, они будут влиять на ситуацию в Украине. И, конечно же, отказываться, если нельзя по каким-то параметрам вступить в НАТО, а НАТО это большой альянс, большой блок, там много разных мнений, там есть прорусские, я их называю подрусские, есть подрусские, и в этом плане иногда сложно попасть в этот альянс, но заключить союз с Америкой, это было бы, конечно, бы очень круто. Очень круто бы долгосрочной перспективе заключить союз. Вот делать другие союзы нужно, необходимо. На войне есть определенное количество солдат, которые ведут войну. И благодаря этим людям открывается море просто дверей для Украины, для ее маневров, для ее дипломатов. Поэтому, конечно же, всячески все нужно использовать возможности, которые благодаря этим воинам
сегодня выпадает этот шанс Украине. Это такой хороший старт для Украины. И нужно делать во всех направлениях нужно работать. Так что вот такие вот дела, друзья. Но, опять же, не отпускайте Америку. Под любым предлогом, как хотите, что хотите, делайте. Но дружите с Америкой. Она выполняет свои обязательства. Она своеобразная. Администрации новые могут выкидывать разные пируэты. Но при всем при этом, если вы хорошо исторически закрепите свой союз с Америкой, успех Украины гарантирован просто. И так вы выкарабкаетесь. И без Америки вы выкарабкаетесь. И мы выкарабкаемся. И мы все выкарабкаемся. Но мы находимся, мы, и вы, и мы, чеченцы, находимся на стороне справедливости, добра, света. И Америка в данный момент является на нашей стороне. И у нас есть все шансы подружиться с этой великой страной в историческом плане, да, чтобы получить максимальное развитие. И без этого справиться, и мы, и вы, мы все так и должны думать. Да, Америка, опять же, это делает не ради нас, хотя у нее есть свои принципы, есть свои идеалы, и это очень хорошо, и они совпадают, эти принципы, с нашими принципами. Это очень хорошо, в отличие от фашистской России, с которой нас ничего просто не связывает, кроме языка, на котором мы можем изъясняться. Язык можно очень быстро выучить, да, страна может перейти на англоязычную публику, и в этом плане будет развитие. Поэтому вот мой такой ответ. Только с Америкой, держитесь с Америки, и у вас все будет нормально. Только с Америкой у вас есть возможность избавиться от этого людоеда, который прикидывается вашим братом. Ассаламу алейкум, брат, ва алейкум ассалам, добрый вечер, и вам доброго. Но два альянса может взаимодействовать. Может быть, я не знаю просто про этот альянс. Мне не нравится, что есть вообще даже разговор о том, что можно не вступать в НАТО. Это просто отложенная казнь ваша будет, если вы не вступите в НАТО. Они от вас не отстанут. Они отстанут от вас, когда они поймут, что им дадут по зубам. В противном случае для них это жизненно необходимо. Это война за историю. Война России с Украиной, России против Украины за то, чтобы захватить историю. Она одна, эта история. И тот, кто ею завладеет, тот из народов, искусственный русский народ или древний украинский народ, один из этих народов должен перестать существовать. Потому что история всего лишь одна. Поэтому от вас Россия не отстанет. Это для нее очень важно. Они так это считают. Им бы, конечно, начать свою новую историю, но они должны ее начать просто фактически с нуля. Ничего их нет. Им нужно тогда с правды начинать. История должна быть, она правдивая. Потому что не выдуманная история, это, конечно, это сказки народные, миф. Поэтому в этом плане это очень, очень важно выстоять Украине, если она хочет сохраниться. Другого выбора нет. Только с американцами. От всего русского нужно отказаться. От всего. Не в смысле от ваших граждан и ущемлять. Наоборот, ваших русских граждан, настоящих патриотов Украины, которые сражаются, помогают словом, делом. Вот этих людей нужно поднимать, а не тех запоребриковых, с которыми вы сейчас пытаетесь наладить отношения. Они вам не братья. Внутри вашей страны русские, вот ваши братья. Чеченцы ваши братья. От тех, кто живет за поребриком, они не братья ни этим русским, ни вам. Ни эти украинцы вам. Там тоже очень много хохлов так называемых. Да, и тоже ведь очень много, мы о них не говорим. Их больше намного, чем кадыровцев даже. Поэтому и они вот
кто понимает, кто цивилизован, понимает, что с международным сообществом нужно развиваться, идти в этом направлении и стать другом. Сегодня я только что смотрел выступление Байдена, только что буквально перед своим этим стримом. Байден еще миллиард выделил. 300 миллионов это на гуманитарную помощь миллиард. 300 миллионов выделяется там еще для какой-то еще помощи и так далее, и так далее. Ну вот такого плана. Вы с этой страной сможете выполнять, быть уверены в исполнении обязательств, которые эта страна берет на себя. Также и вы обязаны будете выполнять, конечно же, да. Да, это очень дает вот эта война, как говорится, нет худа без добра. Эта война дает шанс стать Украиной полноценной суперстраной. Опять же, если вы не уйдете от своих принципов, если вы останетесь такими же борцами за свободу, за независимость, искренними. И речь идет о бойцах, которые сражаются и кто им помогает. А если придут хапуги, которые начнут потом красть, воровать, это мы тоже все проходили. И просто растеряете весь авторитет, и все жертвы будут зазря, которые сейчас несет. Те лишения, трудности, те слезы детей, которые проливаются, кровь детей, которых проливается. Она потом окажется все зря. Это очень большая ответственность сейчас перед Украиной. И война, она не закончилась далеко, но война, по всей видимости, еще продлится определенное время. Фашисты будут вновь и вновь, вновь и вновь, пока есть силы, они будут. Нужно понимать, они понимают только язык силы. Другого языка они вообще не понимают. И вот этот язык силы им нужно демонстрировать. Только так. Другого выбора нет. Простой американский класс, что это? Так, ассаламу алейкум, Асан. Хухирду аль-хиетон. Чисто твое мнение. Ва алейкум ассалам, Адам. Я считаю, что эта война, вот он меня спрашивает, чисто мое мнение, что произойдет, как ты считаешь? Конечно, прогнозы дело неблагородное, неблагодарное, но я просто свое мнение, оно может быть ошибочным. Считаю, что Россия применит максимальные свои силы, она на непримиримо сойдется, эта война затянется на определенное время. Без сомнения, просто это сейчас плохое, а хорошее в этом, без сомнения, будет победа Украины. Украина выстоит, победит, станет нормальной, цивилизованной страной. Я в это очень верю, очень хочу в это верить. Главное не разругаться с Америкой, которая сейчас помогает, и быть благодарным, скажем так. Если сегодня Америка не подняла бы вот этот хай, конечно же, опять же, из-за себя, в первую очередь, Америка не поднимала такой же хай, хотя она поднимала, и Израиль за нас заступался, и американцы, вроде бы казалось, да, не должны эти люди за нас заступаться, эти страны. Но они одни из первых. Турция нам не помогала, когда нам Израиль уже ноты протеста заявлял России по поводу бомбардировок Чеченской Республики. Поэтому мне кажется, все будет хорошо, но предстоят сильнейшие, тяжелейшие, я бы даже сказал, испытания. И не только украинцев, нас всех, и все что угодно. Не хочу ни нагнетать, ни сейчас фантазировать по этому поводу. Какое бы плохое ни пришло, его нужно всегда принять с высоко поднятой головой. А так, я думаю, Украина выстоит и будет самой крутой страной, в которую я буду ездить. Когда нам дадут добро поехать на Украину из Европы? Адам Исаев. Адам, добро никто не даст, конечно же. Если вы берете в руки оружие, то, конечно же, вы сразу
становитесь нежелательной персоной для европейской страны. Например, Германия не будет возражать, сказала, по поводу того, что туда будут ездить люди. Но если они не будут держать в руках оружие, они могут там волонтерством заниматься, медициной и там всем остальным, что вот этого бы они не хотели, говорят. И очень много поехало, конечно же, поехали те, кто будет держать оружие в руках. Говорят, здесь немцы, такая нормально, приличная такая компания уехала, а чеченцы некоторые уезжают из Европы. И если узнают, конечно, что они принимали участие в боевых действиях, то у них могут быть проблемы, там, арест, штраф какой-нибудь, вот такого плана. Я не думаю, что это будет какое-то уголовное преступление тяжкое, но будет, конечно, наказание за это будет в любом случае. По крайней мере, пока так. Но эта война разрастается, Путин новых людей нагоняет. Вчера очень много кадыровцев отправили, матери плачут, люди начали понимать, куда их отправляют, что это бойня, что отправляют на смерть фактически. Это печально, очень много дагестанцев погибло, воюют дагестанцы. Вообще в Чеченской республике очень много служило дагестанцев по контракту. И вот эти разные Шалинский полк, там сейчас я сегодня слушал переговоры, там по телефону они общаются. Шалинские полки, там разные, то, что дислоцируется в Чеченской республике, это чаще всего не чеченцы, чаще всего это дагестанцы, если брать кавказский, русский народ, кавказские народы, дагестанские народы, разные другие кавказцы тоже у нас там служат в Ханкале, в Шалях там и так далее. Там. Вся Чечня, она же как Крым превращена в такую военную базу, но они сидят на своих базах, а кадыровцы как бы выполняют такую роль карателей, предателей чеченского народа. А русские войска, они как бы дагестанцы, там все остальные, которые там находятся, они находятся так на контроле. В случае необходимости, если поднимется чеченский народ, они снова будут топить в крови. Поэтому воевать, ехать, я не знаю, как каждый принимает решение сам. Я никого ни к чему призывать не буду, брать в руки оружие. Это вообще не мое. Я сам против этого. Я готов быть зачислен. Я уже зачислен в добровольцы. Я сам себя зачислил в эти добровольцы украинской территориальной обороны или в любую армию я готов. Но, конечно же, заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, это приносит, мне кажется, достаточно вреда, чем я бы делал это как-нибудь по-другому. Так, друзья, давайте почитаем ваши комментарии. Ассаламу алейкум, ассалам. Почему отцы и матери не выходят на своих сыновей? Ва алейкум ассалам. Я не знаю. Я говорил, что нет смысла. Знаете, что было не совсем верно с украинской стороны, когда задерживают пленных фашистских, у них происходит, им говорят, скажи родителям, что вышли на митинг, и тем самым они дают повод вот этим карательным органам в России преследовать этих матерей. Ах, вы слушаете то, что вам говорят украинцы, вот что вы делаете и так далее. Я понимаю, для чего это делает украинская сторона, чтобы раскачать ситуацию, чтобы и так далее. Но убьете вы 10 тысяч, 20 тысяч. Их надо больше убить. И еще, знаете, в смысле для того, чтобы они вышли. Не для того, чтобы убивать ради того, чтобы убивать. Нужно очень большие, чтобы потери были, чтобы они в шоке были. Пока, правда, еще этот уровень шока не достигнут, там 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч уничтожить, тогда они зашевелятся. Тогда они зашевелятся. Разово, как можно больше. Тогда зашевелятся.
А так нужно помогать народам, которые находятся в России, оккупированные в первую очередь. Нам, чеченцам, татарам, бурятам, не сводить это на уровень там какого-нибудь там народа бурятского, чеченского, там дагестанского. Нет. Это, знаете, кстати говоря, я наблюдаю вот эту ситуацию со стороны, она очень хорошо видна. Некоторые подрусские, которые, ну, такие, ну, неявно подрусские, украинские там блогеры, журналисты, они почему-то вот лезут к этим русским, вот этим оппозиционерам, вот давайте вы там. Я понимаю, что хочется, но это бесперспективно. Вот в чем вся проблема. Это они ничего не решают. Во-первых, они все симулякры. Вот вся оппозиция, которую вы видите, 99% из них симулякры. Я знаю, о чем я говорю. Мы сталкиваемся. И очень хороший такой индикатор – это отношение к чеченцам. И украинских вот этих, которые дружат с этими русскими, тоже очень внимательно проследите. Мы не сделали ни одному украинцу ничего плохого. Мы на Украину не нападали. И тот человек, который против чеченцев выступает и начинает заигрывать с русскими, это те люди, которые собираются при помощи украинцев свергнуть Путина и прийти к власти. Но при этом они остаются такой же угрозой для вас, Украина. Вот в чем вся суть вот этого происходящего. Нету там честно искренних там демократов, либералов, там антиимперцев. Нету. Ну, есть, я уже называл там Сотник, Стамахин. Все, на этом заканчивается. Смотрю, вот Невзорова прилетел вчера, позавчера, когда он там в Израиль приехал, ему не дали гражданство, он там выступил, сделал концерт и уезжает. Ну, фактически он смеется над этими людьми. Хорошо, что в этом зале сидят евреи, которые задают вопросы, и вот из всех вопросов половина или, наверное, большая часть половины, 2-3 вопроса, 4 вопроса, может быть, на которые я обратил внимание, они затрагивают чеченскую тему. Потому что Невзоров военный преступник. Принимал участие в этих всех преступлениях. Он об этом не скрывает, прямо говорит. И вот с ним начинает заигрывать. А он смеется, он угрожает миру, говорит: о, какой ужасный, Путину нравится. И фактически он рассказывает русскую душу. Это правда. Что ему нравится быть ужасным, что он боится, что его боятся во всем мире. Там. Только у русских есть такая пословица: боится, значит, уважает. На самом деле боязнь и уважение – это абсолютно разные вещи. Абсолютно не может человек бояться и уважать. Это совсем разные чувства, страх и уважение. Как говорится, не на страх, а на совесть должно быть. Да? Уважение – это на совесть, а на страх – это некачественно. А у русских это все воссоединено. И эти люди, он фактически издевается над этими людьми. Он рассказывает, что вот он такой беспринципный там мудак, но при всем при этом он выпала доля ему вот оказаться на стороне добра. Он знает, что Украина – это сторона добра, борющаяся за свободу. И он, как мерзавец, оказался, не должен был оказываться, но вот он оказался, говорит. И у него какой-то компромат на ФСБшников, что в случае ничего опасного, говорит, такое из личного там, чего-то такого-то у него, похабное что-то у него из компромата. И типа это в Америке у него спрятано, и в случае, если на него возбудят дело, он этого там так не оставит, не простит. И абсолютная ложь, абсолютное лицемерие. Он внук КГБшника, сам КГБшник, матерый преступник. Заткнули бы вот так, если было бы желание. Просто есть люди, которые недовольны политикой Путина, но они не говорят об этом. Но они довольны тем в общем, что Украину нужно подчинить, нужно завоевать, нужно оккупировать. И все остальное это просто усыпление бдительности украинцев. Вот как я это вижу, вот как к этому нужно подходить, чтобы ни в коем случае не попадаться.
Так, давайте еще почитаю ваш комментарий. Полчаса еще осталось. Уважаемый, я русский. Отец у меня чечен и больше полвека прожила среди русских. Я всегда живу с Чу. Галина Яковлева. Ну, Галина, ну, мы не чечены, а чеченцы. Если вы так уже, если вы русская и у вас папа чечен, то вы должны быть чеченка. Ну, по папе у нас, да, как бы считается. У русских, у чеченцев. Ну, раз вы называете нас чеченом, то назовите себя русаком тогда уже. Ладно? Сколько вам платят за эфир? Мне ничего не платят за эфир. Украина продалась Америке. Наглая ложь. Шалом из Израиля. Шалом, Израиль. Америка бомбила много стран. Так. Привет с Одессы. Привет, Одесса. Силы терпения Украины. Слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава. Привет, Аслан. Привет. Привет, Фаза. Всех приветствую, где есть. Так, героям слава, беги в Америку, слава Украине. Спасибо, ассаламу алейкум, Саваш, как дела? Ва алейкум салам, все хорошо. Так, он живет в Германии, говорит, в Гамбурге. Да, я живу в Германии, в городе Гамбурге. Так, нам зомби тоже зашли, отлично. Ядерный апокалипсис. Ты не видишь? Не вижу я ядерный апокалипсис. Я вижу, что они хотят, чтобы боялись. И вот держите меня 7 там и так далее. Вообще, я расскажу немножко из своей жизни. Первое знакомство с русскими. Не с нашими чеченскими русскими, с которыми я вырос, а вот именно с российскими русскими. Я уехал в Петербург учиться, и там я понял одно. Я думал, что чеченцы там могут понтоваться, там где-то там выпендриваться и так далее. Когда я приехал в Питер, я понял, что больше, чем чеченцы, выпендриваются русские, понтуются. Причем у них такие понты бывают, что вот держите меня 7, что вот я сейчас все. Но стоит дать отпор, это все быстро улетучивается. Очень быстро улетучивается. Главное, чтобы не поддастся на эти понты их. Поэтому не применит, да, забросит. Ему нужно, чтобы вы убили там этих его солдат. Это будет великая война. Великая война у русских считается, если там много погибло ее солдат. Не супер операция, не супер там с минимальными потерями среди жертв мирного населения, там, среди вот этих защищающихся там вооруженных сил другой стороны. Нет, у нее потеря, чем больше жертв, желательно своих, конечно же, и потом уже они отмеряют, сколько у них погибло, и пытаются убить больше, чем погибло их. Соответственно, еще больше делая жертв. Убивает, имеется в виду, мирных граждан. Поэтому Путину нужно завалить мясом как можно. Ваша задача, украинцы, просто грамотно, профессионально утилизировать это мясо, которое будет приходить. Вот такая вот страна, с которой вы сейчас воюете, они будут посылать это мясо сколько смогут. Вот они остановятся, когда вот просто не смогут больше посылать это мясо. Не смогут они уже в ближайшее время. Танковые части у них тоже сейчас проблемы с комплектующими. Санкции очень сильно ударили. Про доллар в России можно забыть. Про рост какой-то экономический нужно забыть. Каждый день растут цены. Пропало все импортное, от гигиенических средств, заканчивая там запчастями к технике. Уже только ввели санкции, уже начинается это все. И самое главное, моральный дух русского народа, который был очень высоко поднят, он очень сильно начал падать. Не могут они признаться, что вчера они еще одобряли, им 7-8 лет этот Соловьев дул в уши, что там фашисты с с избранным причем евреем на честных выборах причем. Президентом вот эти нацисты, фашисты хотят их убить. То же самое они говорили про нас. Вот тоже один в один. Аслан Масхадов, который был, не знаю, там,
величайший, не знаю, гуманист на этой земле. Его обзывали террористом, его тело до сих пор не отдали для захоронения его родственников. Признали его террористом и похоронили где-то у себя там в безымянной могиле. Поэтому, ну вот такая вот ситуация. Короче говоря, сбился я с мысли. Короче говоря, все будет Ичкерия. Так, я 3 года жил в Гамбурге, красивый город. Да, очень красивый. Слава погибшей Украине, любое событие для Украины. Салам алейкум, брат мой, ва алейкум ассалам. Заходите в YouTube, через полчаса у Аслана будет эфир. Да, через полчаса у меня будет стрим на YouTube. Реалити называется. Заходите туда, еще там пообщаемся. Через 20 минут уже. Россия подлежит ликвидации. Абсолютно. Российской Федерации в том виде, в котором мы ее сейчас наблюдаем, ее уже нет, друзья. Я сообщаю вам эту новость инсайдерскую. Все, это уже закрытый проект. Это не состоявшееся государство. Русские не смогли построить цивилизованное, демократическое, правовое государство. Они вернулись к тому своему ГУЛАГу, который у них был. Они не могут построить государство. Не могут полноценное государство. Они без страха, без репрессий, убийств, они не оказались неспособными. Вот такая вот нация, к большому сожалению. Мы пострадали от этого, ну вот такая вот ситуация. Так. Победить они не смогут, они сильны духом. Так. Все, читай, братиш. Сейчас будет читать. Сейчас это дальше. Врать тоже нужно уметь. Да, это умеют русские. Победить они не смогут, они сильны духом и ценят то, что нам дает жизнь в России. Не понял. Ассаламу алейкум вараматуллахи с Казахстана. Ва алейкум ассалам, Казахстан. Приветствую вас. Все читаю, ман. За это Бандеры смогли построить. Все читай, братишка, читаю. Лухирдархун. Не дождешься. Да уже дождался. Вася, ты проснулся поздно. Ты не представляешь, сколько я этого ждал. Вы для всего мира теперь террористы. Вашего государства уже не будет. Друзья, все, можно открывать шампанское. Предстоит колоссальное еще новое создание государства, утилизация вот этого старого государства и так далее, и так далее. Но это уже произошло, друзья. И ничего это уже не может изменить. Я не во всем так уверен, как в этой жизни. Так что можешь убирать свою «з», все уже. Это все ерунда. Россия идет быстрым темпом к развалу. Далмула. Так, Дела, ледерум, что ты сиди, и ты тоже сиди. Сейчас динек хунца дюц, Сирия, Ливия, Ирак, Афганистан, даем Россию яйцер, худоха. Мансур, как мне Мансур, чеченец, на чеченском языке меня спрашивают, почему ты не рассказываешь про то, что делала Америка, а все время говоришь про Россию. И этот человек пишет на чеченском языке. Наверное, это очень молодой человек. Потому что уважающий себя чеченец, чуть-чуть имеющий опыт в этой жизни, не может задавать такой вопрос. Так, Россия за 4 века убила миллионы моих граждан, моих сограждан, соотечественников. О ком мне еще говорить? Россия оккупировала мою страну. Убила 300 тысяч в этой войне граждан моей страны. 42 тысячи детей убила. О ком мне говорить? Мне про марсиан говорить, мне про японцев говорить, там, про китайцев, про американцев, про их, искать их злодеяния. Как это может сказать чеченец? У меня в голове это не укладывается. Как чеченец это может сказать? Почему ты все время говоришь про Россию? Я говорю, потому что мой народ взят в заложники. Мой народ не может сказать ничего, не пострадавший. Не
получая от этого по голове от этой фашистской России. И я вот взял на себя эту миссию говорить открыто, прямо, кем является фашистская Россия. О какой Америке ты говоришь? О какой, я не знаю, о чем ты вообще говоришь? Вспомни там еще что-нибудь, вспомни. Мне печально, что чеченцы пребывают вот в таком состоянии. Но их очень мало таких, и мы просвещаем их. Против нас ведется работа. Слава Украине! Героям слава, мамука! Героям слава! 42 тысячи детей убили. Абсолютно правда. Нохчи говорит, что он кадыровец. Не будь кадыровцем, Нохчи, не будь. Маждик, живой лаской, флагин, Ахмад Сила Бошил, роли Гинеон Астан. Гинасон, Гина Бейшчу Даре, Киги Бейшчу Даре, да. Я Украина и помню Айзу Газую, честь и гордость Чечни. Да, абсолютно верно. Айза Газуева погибла, взорвав русского генерала вместе с собой. Из Дагестана генерала. Аслан, подскажите, пожалуйста, какое время вы ведете прямые эфиры? Я буду вести прямые, я каждый день пытаюсь вести, не получается каждый день. Я веду 8 часов по Берлину, это 9, наверное, по Украине. 20 часов в 20:00 на Ютубе веду, в ТикТоке пытаюсь, меня банят постоянно, на территории фашистской России забанен мой Ютуб канал, но у меня все равно меня можно смотреть еще пока в России, там, меняя страну и так далее в настройках в Ютубе с России на любую другую страну. 8 часов я провожу эфиры обычно, пытаюсь каждый день, вот с войной в Украине пытаюсь каждый день, но не получается каждый день. Иногда бывает в день 2 раза могу провести, как сегодня я проведу, а иногда не получается даже одного раза в течение 3 дней провести. Ну, стараюсь. Так что вот такие вот дела. Я, еврей, очень уважаю Дудаева. Тода раба. Спасибо большое. Для нас это очень важно. Аслан, подскажи, пожалуйста, какое время? Так, как ты думаешь, Грозный хочет отделиться от России? Грозный отделился и не является частью России. И этот город называется теперь Джахаром и временно оккупирован фашистской Россией. Слава Украине, героям слава. Аслан, брат, пусть Аллах оберегает тебя. Спасибо большое. Чечня, братский народ с Украины. У нас с вашим народом больше общего, чем с гнилой Россией. Абсолютно так. И об этом я как раз в своих стримах и рассказываю. Абсолютно так. Че про Кадырова не говоришь? Говорит мне какой-то Сыкун. Извиняюсь, это он так написал. Это есть люди, которые припоминают пропаганде. Вот есть разные там так называемые чеченские блогеры, которые начали, они являются агентами российских спецслужб, засланные, раскрученные, там их приглашают российские оппозиционеры, Навальнята, там разные другие ублюдки их приглашают, ну, себе подобных. И они распускают слухи, что я там, не говорю на Кадырова, и получается полезные идиоты и наивные люди, они начинают меня в этом обвинять. Я, конечно же, критикую Кадырова, критиковал с первых дней, но, опять же, как я сейчас говорю украинцам, не сводите все к кадыровцам. Также я говорил вот этим блогерам чеченоговорящим, не сводите все к Кадырову. И, знаете, такая ситуация была, что у России не существует, а вот чеченцы, у чеченцев самая большая проблема – это Кадыров. И 300 тысяч чеченцев убили Кадырова. Кадыровцы убили. Кадыровцы убили 1000 чеченцев. 1000 чеченцев они убили. Но они не убили 300 тысяч наших граждан. Они не оккупировали нашу страну. Русские оккупировали нашу страну. И я говорил об этой разнице. И из-за этого это огромное количество людей, плюс полезных идиотов, которые к ним добавляются, которые начинают вас со всех сторон пытаться дискредитировать. Первое время я, хоть и юрист по образованию, я имею представление, что это такое,
но и вот внутренняя кухня спецслужб, там вот их разных вот этих спецмероприятий, активных мероприятий, я не до конца знал, пока я все не испытал на себе. Вот все их пробросы, все вот их лицемерие, подлость, обман, это невероятно просто. Это все даже не расскажешь. Я, наверное, отдельно книгу на эту тему буду писать, как они это все делали. Причем они прикидываются ичкерийцами, они прикидываются братьями-мусульманами, такими ярыми за шариат. Но быстро меняют позицию, когда им выгодно. Потому что они не являются идейными там, приверженцами определенной какой-то там идеологии. Это люди, которые работают на российские спецслужбы. Их задача обогатиться, соответственно, потому что у российских спецслужб, кроме обогащения, другой идеи нет. Да, даже той такой фантомной идеи, как коммунизм, ее уже тоже нет. И их задача только зарабатывать. И они пытаются это всячески делать. И я им мешаю. Я вот полностью разрушил, я и мои товарищи, я не один, меня очень много людей поддерживает, а так у меня есть много очень надежных моих друзей, товарищей, которых я здесь приобрел, уже здесь в Европе, когда выехал из фашистской России. И распускают слухи, что там на Кадырова ничего не говоришь, вот как сейчас мне пишет человек. Я, конечно, и говорил и крайние вещи, и непристойные даже вещи говорил, да? Но это не задача моя. Моя задача разоблачение ФСБ и Кремля. А какой инструмент в руках оказывается? Денис Пушилин оказывается, Рамзан Кадыров у этих КГБшников в руках оказывается. Для меня это второстепенно. Да, есть какой-то отъявленный инструмент, да, который очень много рьяно работает, как Кадыров, да, последний подонок, мерзавец и предатель, как и отец его, и сын, предатель своего народа. И вот то, что сейчас я даже сказал, вот те люди, которые мне пишут комментарии, они даже не смеют это говорить, даже в комментариях, открывая свое лицо, там прямо говоря, что это они. Но они смеют упрекать меня в том, что я работаю на Кадырова там, и так далее. Долгое время кадыровцы не упоминали меня у себя там в эфире, чтобы не раскручивать. Они раскручивали вот тех людей, которые являются как бы врагами Кадырова. Их раскручивали, их министры, там, Шевченки, там, разные другие люди из системы КГБшной. Меня не упоминали вообще. И мне писали, потому что те вот эти агенты, которых я разоблачил, они писали, что у меня родственников не забирают дома, не пытают там и так далее, и так далее. И вот они распускали эти слухи, и вот такие полезные идиоты, как вот этот, мне тоже писали, почему твоих родственников не забирали. А как забирали моих родственников? Их родственников собирали, показывали по телевизору, и они говорили, вот он такой плохой, мы от него отказываемся. На этом заканчивалось. Моих же родственников забирали под разными предлогами. Никто не должен был знать, что забрали за то, что они мои родственники. Забирали за то, что ты там год назад с кем-то там разговаривал, стоял одного. Забрали, пытали очень сильно. Потом забрали второго, что тоже за какое-то его правонарушение, там старое какое-то. Его тоже пытали. Потом забрали третьего. И вот по одному забирали. И таким способом составляли картину на меня, досье полное составляли. Получая от них информацию, там, то, что я здесь говорю, то, все штудируется, все там анализируется, каждое мое слово, что нужно там, короче говоря, работа ведется в этом направлении. И моих родственников разово забрали, вот это было в декабре прошлого года, и ко мне мои же родственники прислали мне голосовое сообщение и сказали, что вот ты нас не слушаешься, ты вот вышел на этот путь, типа на смерть вышел, себя тебя не жалко, нас хотя бы пожалей, ты нас не слушаешься, хотя бы откажись от нас, там, скажи что-нибудь там в поддержку, забрали все, паника. У людей забрали людей, неизвестно, что с ними делают, где они находятся, а что делают фашисты во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия.
мы хорошо все знаем. Ну, я заявил об этом. Я заявил, сказал, что это не мои родственники, вы можете что угодно с ними делать. Я от них отказался давно, это мои бывшие родственники. Так попросили меня сказать мои родственники, что я от них отказываюсь. Я реально так считаю, я с ними не поддерживаю никаких отношений. Тот, кто не стоит на позициях привлечения фашистскую Россию, военные политические силы России к ответственности уголовной за преступления против чеченского народа, эти люди не являются моими родственниками, кем бы они ни были по рождению, по крови мне. А тот, кто стоит на этом пути, он является моим братом, моей сестрой, моим другом, моим соратником. Ну вот я вот такого плана сказал, и тоже началась вот эта вся возня, что всех похитили, хотя некоторых тоже тогда забрали массово тогда. И вот тогда вы более-менее прекратили говорить про моих родственников, хотя на протяжении долгого времени ко мне вот подкрадывались вот таким вот способом, аккуратно пытались добраться до меня. Поэтому не волнуйтесь, говорю и про Кадырова, и моих родственников, к большому сожалению, бывших моих родственников тоже пытали. Так, давайте я тогда, кто-нибудь здесь слушает. Да, все слушают, не волнуйтесь. Украину поддерживает весь мир. Да, именно так. Ва алейкум салам, Грозная. Хауми телефон, чаусарма, машой. Так, все политические беженцы одно тоже рассказывают, нового ничего не придумали. Так, а что такое фашизм? Это Россия, сынок. Так, у вас весь мир не поддерживает, Россию поддерживает. Да, по телевизору вашему, да. Салам алейкум, всем добрый вечер. Асам, брат, мы вместе, сила, брат. Ислам Керимов. Да, дай Бог, брат. Ва алейкум салам. Астан, через 7 минут YouTube, ждем тебя. Да, ночью иду в YouTube. Да, Асан, расскажи нам, как было при власти Ичкерии. Астан, Чинхо на связи. Китерсо, Чинхо. Так, таких как ты, так. Ассаламу алейкум, вечер из Америки. Ва алейкум ассалам. Мурат Борз from Musa. Муса. Я знал одного Мусу в Америке. Так, друзья, давайте, мне 5 минут до нового стрима. Жду вас на канале Реалити в Ютубе через 5 минут. Давайте я тогда заканчиваю здесь и начинаю готовиться там. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия, слава Украине, Господи, благослови Америку. Всего самого хорошего. Адикюай маш, ой, ассаламу алейкум. Расскажи, какое нынешнее положение. Все, это не мне. Давайте, друзья, на связи.